16 августа в администрации района прошел личный прием граждан. На вопросы жителей района отвечал начальник государственной инспекции по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники, главный государственный инженер-инспектор Ренат Галимов. В работе приема также принимали участие заместитель главы администрации района, начальник управления сельского хозяйства Ильдар Набиев и начальник инспекции Гостехнадзора по муниципальному району Валерий Пантелеймонов. Первым прозвучал вопрос о возможности переоборудования трактора МТЗ-80 на МТЗ-82. Отличие заключается в том, что МТЗ-82 имеет полный привод. Вот сегодня ко мне, вопросами по переоборудованию, на МТЗ-80 установить хотят ведущий мост. Это в целях того, чтобы это улучшает технические показатели, проходимость улучшается. Но тем не менее, мы, как инспекторы Гостехнадзора, не можем нарушать постановление законодательства, что переоборудование, любое изменение конструкции, она должна проходить сертифицированных технических предприятий, которые имеют на это разрешение и могут его качественно выполнить, чтобы обеспечить безопасную эксплуатацию данного вида трактора, и который обеспечит сохранение жизни и здоровья как самого механизатора, так и окружающих людей, и в том числе защита экологии. Поэтому мы сегодня определили, что предприятие должно быть такое, у нас в республике мы давали задание, чтобы все-таки есть много обращаюсь во всех районах таким, на переоборудование. И, естественно, Башсельхозтехника, который у нас в республике, его есть филиалы, чтобы они могли помогать, не только юридическим лицам, предприятиям, организациям, но и так как много техники у нас в частном секторе, 52% из 96,5 тысяч, это половина находится в частных руках. И большинство как раз частного владельца обращает, как сегодня. Тщательно была рассмотрена ситуация с одним японским мини-трактором. После его покупки в 2016 году выяснилось, что по паспорту он числится в угоне. С тех пор нынешний владелец не может поставить его на учет и, соответственно, эксплуатировать. Окончательного решения на месте получить не удалось, так как ожидается ответ от таможенной службы. В данном случае трактор 2000 года изготовления в Японии и был переправлен, видимо, или я так по моим предположениям, что она разобрана в виде, через таможенный закон она не прошла, в учете не зарегистрировано, но хотя документы есть, но это документы незаконные. Уже этот факт уже у нас в Москве, в министерстве, где находится единая база, федеральная база данных по инспекции Гостехнадзора, и она, в регион доведена как данный трактор, то есть данный паспорт, он паленый, то есть находится в розыске. Пока мы не можем положительные ответы дать, чтобы по регистрации, и наши полгода назад, как информацию получили, в апреле месяце направлен был в Находкинское таможенное управление, уточнение на каком основании объявлен розыск и подлинность этого самого трактора, может быть, и трактор в угоне, мы не знаем пока, но паспорт это недействительный. То есть он через таможню не проходил, поэтому сегодня возможности регистрации нет. Чтобы не возникало таких неприятных ситуаций, главный государственный инженер-инспектор республики настоятельно рекомендует перед приобретением техники консультироваться с инспекторами Гостехнадзора. Жители, особенно частные владельцы, приобретают технику незаконную, можно сказать, потому что паспорта есть поддельные. Есть угнанные трактора, которые могут, они купить, не понимая и, может, не проверив, и, может быть, не зная этого, Поэтому я бы советовал всем владельцам, которые хотят купить трактор, любую машину, естественно, есть реклама даже по телевизору, как автомобили,
есть сайты, где проверяется, да, качество там, или значит, авария, которая совершена, чтобы потом не получил какой-то неисправной техники. В данном случае значит, инспекция гостехнадзора можно уточнить, есть ли вот этот данный трактор по заводскому номеру, по номерам, по паспорту мы можем определить, значит, она находится в угоне или нет его, значит, или списано или не списано. То есть вот в этих двух случаях мы не можем эту технику при наличии всех, вот, даже, скажем, паленых документов поставить на учет. Поэтому вот, советовали бы, конечно, всем жителям, которые хотят приобрести, прежде всего, если знают у кого-то вот, ближайших, значит, чтобы мы к нам обратились и мы проверили по базе данных, есть ли он в угоне или значит, не числится среди списка значит, списанных машин. Если списаны, угнаны, то есть мы их уже повторно не сможем регистрировать. Далее рабочая поездка начальника Гостехнадзора Республики продолжилась посещением ремонтно-транспортных предприятий и нескольких объектов агропромышленного комплекса района. Алина Хатимуллина, телерадиокомпания «Илиш».